Добро пожаловать на урок литературы. Проект «Литра» придуман для того, чтобы культовые произведения башкирских писателей стали ясны и понятны. «Литра» – это проект, который научит полюбить книги. Кто, как не сверстник, лучше объяснит сюжетные хитросплетения легендарных произведений. Вместе познакомимся с героями романов, повестей и стихотворений. Поищем ответ на известный вопрос: а что же хотел сказать автор? Здесь не будет ни одного учителя, так что выдохните. Мы отправляемся в библиотеку, и да, будет громко. Сегодня на уроке мы познакомимся с творчеством легендарного башкирского поэта Рами Гарипова. Он родился 12 февраля 1932 года в деревне Аркаул Салаватского района Республики Башкортостан. С началом Великой Отечественной войны его отец ушел на фронт. Этот факт оставил сильный след в жизни поэта, не только в личной, но и в литературной. В 1950 году Союз писателей Башкортостана отправил Рами Гарипова в литературный институт имени Горького в Москве. После окончания учебы он вместе с женой Надеждой возвращается в Уфу, работает в редакциях газеты «Совет Башкортостана» и журнала «Агидель». В 1954 году выходит его первая книга «Юрюзань». Она становится бестселлером того времени. Интересно, а насколько известен Рами Гарипов сегодня? Привет, ты знаешь этого человека? Нет. Нет догадок? Ну, наверное, какой-то писатель. Он писатель? Нет. Ты писатель? Это писатель. Вообще нет догадок. Мустай Карим? Нет. Что это, не Мустай Карим? Здравствуйте, уделите нам, пожалуйста, 1 минуту. Не знаете, кто это, что это за человек? Нет. Даже догадок нет. Нет. Поэт какой-то. Знаете этого человека? Ну да, Мустай Карим похоже, да? Мустай Карим похоже. Вы знаете, кто это? Рами Гарипов тоже поэт башкирский, писатель. Да, я понимаю, что это кто-то из башкирских писателей, но я не знаю. Привет. Знаешь этого человека? К сожалению, нет. Здравствуйте, знаете этого человека? Ой, это, по-моему, писатель какой-то. Да, все верно. Ага, да. Не помню фамилию. Узнать поэта по фотографии задача непростая. Спойлер, не все герои наших передач смогут похвастаться хотя бы такой медийностью. Ну а сейчас настало время для обсуждения произведения. Ребята уже заждались меня в библиотеке. Сегодня мы обсуждаем произведение Рами Гарипова «Поклонение 1937». Честно признаться, оно для меня было очень тяжелым к прочтению. Поделитесь своим мнением. Да, я выскажу, наверное, мнение большинства. Нет перевода хорошего. Дарья Карпова, ученица 11 класса школы номер 127. Ее хобби – приготовление десертов и пешие походы. Литература – ее любимый предмет в школе. Вообще нет хорошего перевода, есть только отрывки, и отрывки читать знак равно, не понимать произведение. Поэтому вырвано из контекста читать было очень непонятно. Да и вообще из-за того, что поэма переведена дословно, портится вообще ее восприятие. Потерялся этот уникальный язык, потерялась вообще привычка Рами Гарипова писать образно. Там же ведь поэма богата на образы и очень богата на средства художественной выразительности. Поэтому для меня произведение голое, к сожалению. Ну, действительно, да, то, что произведение, которое считается одним из самых, наверное, не одним из самых, одной из самых, Да. одной из самых важных в творческой судьбе Рами Гарипова, которая повлияла на его дальнейшую судьбу. И оно переведено только действительно в отрывках, нет в общем доступе совершенно перевода, который мог бы полностью охватить произведение. И даже отрывками, вот это вот, вышла недавно книга, издательство «Китаб», и даже там нет «Поклонения 1937», даже отрывки там не вышли. Руслан Николаев, ученик 11 класса школы номер 97. Руслан обожает театры, ненавидит соцсети и отлично разбирается в истории. Действительно очень важное произведение, и оно просто теряется, к сожалению, от массового зрителя, от массового читателя, только от отсутствия перевода. А вот дословный перевод, он действительно очень искажает и сам язык автора, и теряется вот эта вот магия чтения, которая, допустим, при чтении поэзии возникает, ее не возникает при чтении вот этого перевода дословного. Действительно, проблема очень большая. Да, учитывая то, что
Поэма непростая по содержанию. Мария Гордиенко, ученица 10 класса Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии номер 1. Она не ограничивает себя только пятерками, спокойно может получить трояк по литре. Мечтает бить татуировки и снимать фильмы. Если бы она была о чем-то таком воздушном или о природе, возможно, какой-то плохой перевод или чтение фрагментами не так нарушило бы целостность. Произведение ведь о тяжелых временах. Произведение затрагивает такие очень каверзные, очень тяжелые темы. Если честно, чтобы я поняла смысл этого произведения, мне приходилось вчитываться несколько раз. Дарья Шепелева, ученица 10 класса гимназии номер 121. Она увлекается эстрадными танцами, пишет стихотворения и мечтает работать режиссером телепрограмм. И то я, наверное, что-то упустила. Вначале там говорится то, что нужно надеяться на себя, как бы, а не на кого-то там, на Бога. И вот он перечислял. Давайте для Я это начала, поняла о так. чем это произведение? Ну, вообще в Как вы произведении поняли? ставится... Нет, вот условно есть у нас 37-й год, да, год репрессий, но при этом он не ставит вопрос не касательно только самих этих репрессий, а он в контексте этих репрессий ставит одни из самых важнейших вопросов истории, которые у нас могут быть. То есть вопрос о ответственности за поступки, коллективной ответственности, так и вопрос индивидуальной ответственности, вопрос совести, вопросы историческости. Ну, у нас вот принято вопросы царизма, деспотизма в нашей стране или государстве, да? Вот, в принципе, вопросы метафизические даже там стоят некоторые, вот, и при этом не зацикливается только на том 37-м году, на 37-м году, и рассматриваются и положительные даже стороны, то есть там упоминается, что типа и Тихие Доны были написаны, там и в космос, ну не то, что в космос полетели фигурально, а в плане того, что была сделана основа для того, чтобы человек полетел в космос в 1937 году, в 30-х годах в индустриализацию. И вот вопросы как раз-таки того, что у нас плохое, хорошее, то, что не уживается, вот этот курай, на котором кровь течет. Но это дальше мы можем сказать. Ну вот действительно это огромное количество вопросов там затрагивается. Да, и весь этот сумбур, он откликается какой-то болью в душе за народ того времени, то, что пришлось пережить людям. Как-то произведение, правда, страшит своим содержанием, своим слогом. Да, поэтому очень было тяжело читать. Я согласна. Тут не только, конечно, отсутствие хорошего литературного перевода, но и вообще сам смысл поэмы в том, что, опять-таки, вот вспоминая то, что есть такой прием контрастов, да, что было что-то хорошее, как сказал Руслан, но и, конечно, нужно учитывать, что это были времена репрессий. Поэтому произведение мне очень тяжело далось. Я его один раз прочитала и так это думаю, ну ладно, прочитала, ну и хорошо. Я перечитала несколько раз. Да, вообще. даже несмотря на то, что есть хорошо переведенные отрывки, я их не смогла до конца даже перечитать. Для меня эта поэма тяжелая. И вообще спокойно об этом говорить нельзя, так как чувства просто переполняют. Волнение за народ, осознание того, что пришлось пережить предкам, что творилось в это время на нашей земле. Это все очень грустно. Значит, то, что поэма хорошая, то, что искусство выполнило свою Вот, цель, искусство заставило осознание человека тех времен, испытывать, чувствовать. как мы переживаем за те времена. Читать ну, как сложно, но нужно. Очень нужно, очень нужно. Я Нужно полностью- вспомнить о событиях прошлого. К сожалению, люди немногие даже знают, что происходило, потому что сама дата в названии 1937, эта дата уже должна вызывать эмоции у человека, потому что человек должен знать, что происходило на родной земле. Ты хорошо сказала. Написанная в 1964 году поэма «Поклонение» 1937 при жизни автора так и не увидела свет. Әлі басылмаған, бәлки басылмақта, табаны утыз етінші ел хақында шиыр. 1937 ел, 1937-лә, 1917-не хурлап, илем минем изге
yetile 1937 yıl 1937 1917'ni hurlab iliminin yetim itiler 1937 yıl eğdirsin zaman ütüne 1937 yıl miras ineme yetinen. В ноябре 1971 года Рами Гарипов должен был выступить в прямом эфире по башкирскому телевидению при одном обязательном условии – не зачитывать строки из запрещенных стихотворений. Как вы думаете, он смог сдержаться? Конечно, нет. После этого эфира поэта запретили во всех смыслах этого слова. Начался сложный период в жизни Рами Гарипова. Проблема, да, в том, что у нас, к сожалению, принято говорить о том, замалчивать какие-то вещи исторические, то, что этого не было, вот давайте об этом помолчим. Но это как бы это было, но давайте об этом просто не будем говорить, это же плохо. Но проблема в том, что как раз-таки это произведение ставит вопрос того, вопрос обговоренности наших исторических проблем. То, что мы должны их поставить, мы должны признать то, что проблема такая действительно была, мы должны ее признать. И для того, что и только если мы признаем эту проблему, мы можем ее впоследствии не допустить. Как раз таки поэма, она эту функцию признания этой проблемы, функцию того, чтобы эту проблему поставить и сказать, что эта проблема действительно была, она эту функцию исполняет, потому что даже сейчас очень много людей, которые говорят, что не было никаких репрессий, все это приукрашено, и только признав что-то, только что-то, вот, донеся народу только что-то, только в таком случае мы можем говорить о дальнейшем нашем историческом развитии государства, только в том случае, если мы эти проблемы искореняем. А если мы их будем замалчивать, то она так и будет продолжаться, только так и будет продолжаться. Нужно еще преподнести это все правильно, потому что я решила узнать побольше о временах репрессий, я решила почитать об этом, посмотреть, просто дополнить те знания, которыми я уже обладаю. И я зачем-то решила посмотреть, что об этом думают другие люди. Зашла в комментарии почитать. И люди, я вообще не знала, что есть люди такого мнения, которые писали, что значит тому была причина репрессий. Да власть там не ошибалась в те времена. Ой, да ладно, зато как хорошо сейчас живем. Люди почему-то решили, что убивать это нормально. Вот тут как раз строчки. Такие уж были времена, говорят. А где ж совесть была человеческая? Многие совесть свою продав, как щитом эпохой то и прикрываются. То есть вопрос как раз-таки стоит о том, что люди, это нужно было, мы как бы, раз государство сказало, так и должно быть. Совесть люди свою продали и прикрываются щитом эпохой, как щитом, то, что у нас не было совести, мы не думали о своих поступках, мы совершенно не имели индивидуальной ответственности за свои поступки, а только думали как масса, как толпа. Вот это одна из ключевых проблем того, что проблема даже не в государстве в принципе заключается, а в том, что люди безропотно принимают то, что им говорят, и не имеют своей индивидуальной ответственности и совести. А без совести ничего невозможно. Многие произведения Рами Гарипова были неверно истолкованы. Например, за стихотворение «Туган-Тель», что в переводе с башкирского означает «родной язык», Рами Гарипов был изгнан из Союза писателей СССР. Мало кто тогда заступился за поэта. Народ боялся даже поздороваться с ним. Местный аркауловский сельсовет того времени выгнал Рами Гарипова из деревни. Поэт жил в шалаше возле деревни Кусипеева. Об этом факте есть доказательства. Стихотворение «Шалаш». Гарипов как бы призывает народ налаживать свою жизнь самостоятельно, жизнь в обществе налаживать самостоятельно, не надеясь на власть, брать как бы в свои руки, иметь свое мнение. Да, вот тоже как раз об этом. К тому, о чем ты говоришь, что заканчивается, что и если Бог такой объявится вновь, пусть скай земли, его сразу прогонят. То, что Бог, понятно, кто? Сталин. И говорит о том, что опять проблема царизма в нашем государстве, в нашей истории, то, что безропотное поклонение, почитание, то, что люди... Это вообще, в обществознании это называется проблема бессубъектности, что субъект у нас в государстве только один, это правитель, а остальные бессубъектны, они своей воли не имеют, совести не имеют. И это действительно проблема, то, что люди должны быть равными друг с другом, даже если это правитель, он должен быть равным себе в любом случае. Как, допустим, в Средневековье, то, что первый среди равных был раньше.
Должно присутствовать гражданское сознание. Да, гражданское сознание в первую очередь. Ребята, как классно, что вы мне сейчас помогли разобраться в этой поэме, потому что я ее хоть и прочитала, но, оказывается, я ее до конца не поняла. Это очень здорово. Говоря, обращаясь к актуальности этого произведения, думаю, надо его возрождать, как говорил Руслан. Но при этом даже то, что вот мы говорим, может быть, какой-нибудь злой зритель подумает, что мы гнусные антисоветчики, которые тут крамолу пытаемся сказать. Но ведь проблема-то в том, что ведь даже сам Рами Гарипов человек совершенно комсомольских, коммунистических взглядов, что интересно. То есть он, там вот в дневниках он пишет, когда Сталин умер, он пишет в дневниках, что умер мой самый лучший друг. Это вот когда еще не было 20-го съезда. Вот здесь. Да, и человек, то есть это не просто он пошел по пути конъюнктуры, по пути изобличения культа личности, а это его личные переживания. Размышления о смысле жизни, об исторической судьбе народа, о духовной связи поколений, тревога за будущее родного языка и культуры. Вот о чем поэзия Гарипова. Кстати, про него известный башкирский режиссер Булат Юсупов снял фильм. Называется «Дневник поэта». Прекрасная картина, советую посмотреть. Лейла, ты бы порекомендовала это произведение почитать не только друзьям, но и родителям? Конечно. Но я вот изначально же сказала то, что для меня оно показалось очень сложным. А я вообще, знаете, такой достаточно мягкий человек. Для меня вот произведение на военную тематику это очень тяжело к пониманию, это очень тяжело к восприятию. И когда я читала, мне было прям так на душе очень, будто камень упал. Но сейчас вот мы с вами поговорили, вы мне все разъяснили, я вот сидела, вас слушала очень внимательно, я даже ничего вставлять не хотела, ничего не могла вас перебить. И я, правда, посоветую не только друзьям, но и родителям, и бабушке, и дедушке, и всем родственникам. И, безусловно, произведение очень актуально. Наверное, вот еще я вставлю, так сказать, одну мы, к сожалению, не затронули. Тему того, что, это лейтмотив, который там повторяется неоднократно, про волшебный курай сказки, у которого один конец медом обмазан, а у другого окровавлен конец. И это не просто это несколько раз вспоминать, это тоже как ключевой мотив заключается в том плане, что в истории, в принципе, в нашей, и в принципе в государстве принято говорить что раз было одно, значит, вот были какие-то хорошие вещи. Даже само сознание подобное, оно этим произведением ставится под сомнение, потому что не может быть такого, что, условно, раз уж мы стали лучшей индустриальной страной, оно не может быть сделано за счет людей, которые были убиты. Это вещи, которые друг с другом не могут быть соединены, не могут друг с другом сочетаться. Это вещи, которые стоят в разных состояниях. И нужно всегда помнить о том, что человек и человеческая жизнь, она всегда будет стоять на первом месте, и никакие государственные задачи, никакие обмазывания медом другого курая, они никогда не будут стоить крови на другом конце. Никогда. Да, они никогда не будут стоить человеческих жизней. Пока жизнь человеческая не будет выше ценностью и не будет цениться, никакого высшего великолепного общества у нас не получится. 20 февраля 1977 года Рами Гарипова не стало. Он умер от разрыва сердца. Уже после смерти в 1988 году Рами Гарипову была присуждена республиканская премия имени Салавата Юлаева. А в 1992 году был удостоен звания «Народный поэт Башкортостана» посмертно. Давайте сейчас поговорим о самом писателе Рами Гарипове, немножечко про него слов скажем тоже. Что вы думаете о нем? Достаточно трагичная, наверное, судьба, при жизни. Его так не ценили его произведения, он даже не получил ни одной награды. Наград он получал все-таки некоторых, но я хочу сказать что Рами Гафарович, он человек, который, это как раз таки то, что мы сейчас обсуждаем поэму, это один из самых показательных примеров его личности, то есть человека, который никогда не подстраивался под общество, не подстраивался под общественное мнение, человек, который отстаивал свое видение ситуации, свое поэтическое чутье,
он всегда его максимально отстаивал, он отстаивал проблемы народов, когда это было не нужно отстаивать. То есть, условно, да, нам может показаться то, что 1937 год, то, что, да, 20-й съезд, и как бы это все сходилось примерно в политическую структуру нынешнюю. Это не так провокационно. Но, например, мы должны еще помнить о том, что 60-е годы — это годы, ну, условно, уничтожения национальных языков и национальных, ну, традиций, да, если мы будем выражаться так. И человек, который всегда ставил этот вопрос, человек, который отстаивал максимально проблемы, которые... Да, не то, что даже национальные интересы, а он их сам прочувствовал, и он отстаивал через национальные интересы свое мнение в первую очередь. Он был глубоко индивидуалистом, но при этом свой индивидуализм был направлен на благо всеобщее, а не на благо только его самого. И как раз таки то, что ты говоришь, трагичная судьба, но при этом мы должны понимать то, что его трагичная жизнь откликается в произведениях, и его произведения будут жить теперь еще очень много, еще будут жить, скажем жить так. И да. будут актуальны среди нас. И нас. в таком случае уже он не такой трагичный человек, потому что мы можем понимать то, что он свою миссию выполнил, да, условно так будем говорить. То, что ему не жалко за прожитую жизнь, и его совесть, я думаю, будет чиста, в отличие от многих других поэтов и писателей, которые подстраивались. Отрадно то, что память о поэте живет. Сегодня Республиканская гимназия-интернат номер 1 носит имя великого поэта. В городах республики есть улицы, названные в честь Рами Гарипова. В родном селе Аркаул находится большой дом-музей, где хранятся личные вещи и рукописи поэта. Единственное, что могу добавить, это что он просто сделал вклад огромный. Это несоизмеримый просто ни с чем вклад в развитие литературы национальной. Да, хотела просто сказать, что Рами Гарипов действительно великий поэт, писатель, талантливый человек и очень активный общественный политический деятель. И мне жалко, что в школах мы не уделяем внимания его произведениям. Но читается многое, Мустай Карим, особенно самый читаемый, наверное, Зайнаб Бишева тоже. Но как же Рами Гарипов? Поэтому всем советую такую книжку приобрести и прочитать. Вот именно вот эту? Нет, действительно, очень там дневниковые его записи, размышления. Человек открывается с совершенно другой стороны. Действительно, очень советую. Вот. Это, действительно, потому что очень много башкирских писателей, которых воспринимаются так как бы отдаленно. Это действительно человек, который опередил свое время, действительно опередил свое время. В этом даже нет никаких приукрас с моей стороны. При жизни поэт Рами Гарипов прославился как автор переводов, а также создатель философской лирики и трогательных пейзажных работ. Он создает ряд превосходных переводов, оживляя известные стихотворения великих поэтов – Пушкина, Лермонтова, Есенина и других. Также на башкирский язык были переведены стихи Омара Хайяма. Они приобрели особенный колорит, созданный мастерством Рами Гарипова. Бесспорно, это огромный вклад в литературное наследие. Друзья, несмотря на то, что мы сейчас с вами обсуждаем достаточно такое сложное произведение «Поклонение 1937», если вы ознакомлены с творчеством Рами Гарипова, то, наверное, знаете то, что у него еще очень много лирики. Он полон любви, и он достаточно универсальный писатель, если так можно сказать, разносторонний, потому что он писал не только вот такое сложное, он писал еще и про природу, и про любовь. Какие-то произведения, знаете, может, знакомы? Ну, конечно, как вот Юрий Зань, если я не ошибаюсь, потом «Руки матери», как он там образ, как он первый раз пашет. Но у него очень много лирических, действительно, стихотворений и произведений, в принципе, про любовь очень много. У него очень много, помимо вот социальных каких-то вещей. Хотя, кстати, помимо «Поклонения 1937 года, у него есть интересное стихотворение про вокзал на Уфе, потому что мало кто знает, у нас был еще раньше, старый вокзал, исторический, архитектурный, красивый, который снесли. Он писал стихотворение, как бы пытался остановить этот процесс, но, к сожалению, не получилось, но так или иначе. Очень много есть, действительно, любовной, природной лирики у него, и очень богат он на это. Как ты заметила, интересно, ты подобрала эпитет, он уникальный и универсальный писатель. Универсальный в плане, что он
был готов работать с любым материалом. Он не только писал прозу, он писал лирику, он был публицистом, он даже работал несколько лет в издании, так что можно сказать, что он один из первых универсальных журналистов, такой термин сейчас существует. А также интересно, что он универсальный в плане чтения. Подходит его произведения для любого возраста читателя. Они хорошо понимаются и очень интересны. Ну все, спасибо вам большое, мои дорогие друзья. Мы с вами сегодня провели отличную беседу, поговорили, поразмышляли. Несмотря на то, что произведение достаточно тяжелое, я очень рада, что мы его поняли и что мы его разобрали. И, честно признаться, вот у меня теперь все по полочкам разложено в голове. Я поняла полностью это произведение, и сейчас я приду домой и по новой его перечитаю. И все переосмыслю. И я уверена, что наша сегодняшняя беседа поможет и вам, дорогие телезрители, понять и, в принципе, подтолкнет прочитать произведение Рами Гарипова «Поклонение 1937». Ну и в конце выпуска предлагаю вашему вниманию стихотворение Рами Гарипова «Туган-Тель». Интересный факт. Эти легендарные строчки переведены на 54 языка мира. Мен халқымдың сәске көңілінен бал құртындай үне яман ямында Йәнле ынелардан хуш есле бер қәрәс қоямын шухала мин белән тел қадірін Бер телдән дә телем кәм түгел көчле лә ул бай да ягымлы ла кәм күретик уны кәм күңел әсәм теле миңа сәсән теле унан башка минең халкым юк йөргендә халкы булмагандың кеше булырга ала хакы юк